такая. Я такую недавно видел. Да, пока отсюда выйдешь, блин. Жарище капец здесь на Кипарисовой, аллее от этих кафешек всех. Просто жесть. Фу. Урну надо найти. Урну найти надо. Делимся транса, подписываемся на все. Да. Жара стоит до сих пор, блин. Опа. Ну все, едем на заправочку. Включим сейчас освещение. Бутылку так я не нашел, где выкинуть. Еле уложила себя спать. Женщина рассказывает, я поехала в Судак, у меня глаза по 5 копеек. Тут все так классно. Гуляешь до утра. Да, парковка вся забитая. Он хочет выехать, а я хочу заехать. Да, ветер капец. Ветер.
классный. Погнали, ребята. Давай, ёпсель-мопсель. А чё он стал? Васян. Чё-то стал. Чё-то поломался, наверное. Фу. Все, главное с центра выехать. Остальное же фигня. Да, но жарко все равно. Ветер, падла, походу будет всю дорогу. Ну и ладно. Фиг с тобой. Мы на турбо. Нам все равно. Фу. Собака. Встречный ветер будет нам всю дорогу дуть. Неприятно, но терпимо. Кстати, при таком ветре расход увеличивается. Хоть и жара, но все равно. Что-то как на этот меганом заедешь, вечно у них там сбои по GPS-у. Вечно там у них какие-то глюки. Потом это надо... Ну потом надо просто угадывать, сколько у тебя километров. Если от самого Судака выезжаешь, то нормально, или снова света. А если вот с этого прям выезжаешь, с меганома, то это все. Это хана.
заправиться можно электричеством. Дайте тока нам. Можно током где-нибудь у вас заправиться. Включение из судака. Ветер капец встречный. Приехал я, короче, на заправку, такой деловой. Думаю, сейчас попью кофе, там шоколадочку бахну, там все нормально будет. И что вы думаете? Я без денег решил поехать. Взял с собой только телефон один и второй, чтоб либо переводом, либо по этому, по QR-коду. Захожу на заправку, говорю, а вас можно рассчитаться QR-кодом или по номеру телефона? А они говорят, нифига нету, только наличка или картой. А у меня ни карты нету, ни налички нету. Капец ветер. Ну и короче, что? И я, короче, это... Наш корыбал еле-еле, мелочь, на кофе не хватило. Хватило только на напиток. Посидел, хоть попил напиток. Вот. Так что хоть так, блин, хоть напиточек бахнул. Судак. Капец, сегодня ветер, блин, как будто сейчас сентябрь. Ну и ладно. Просто нам скорость меньше делает это. Вот. Скорость меньше, да. Не так быстро приедем домой. Капец ветер. Я офигею. А я с мужчиной приехал. Он меня привез на машине на Меганом. Я там покатался по Меганому, потом на набережную в Судак заехал и потом на выезд. Вот. А он мне такой говорит, а сегодня ветер. И типа ничего. А я ему, да не, ничего, типа нормально. А сейчас вот еду, блин, думаю, ну это капец, блин. Такой ветер. Зато не жарко. Да. До вечера уже нормально ехать. На скорости едешь, уже особо жару не ощущаешь. Ну, в общем, как-нибудь доедем, да. Это ж не зима, не весна, не осень, когда ветра эти холоднющие. Ты прям такой едешь, и думаешь, когда же приеду. Вон
Ветер в песне как ветер. Вот. Ну, погнали, а чё? Ветер, ветер, а надо ехать. За 1,5 часа должны доехать. Сегодня мы на турбо, потому что мы сегодня на Меганоме только были на пляже. Больше мы нигде не были. Только на пляже. Поэтому мы сегодня кайфанем на турбо. Ну и время уже поджимает, уже почти 8. Надо поторопиться. Поднажмите, мистер. Фух, да. Народу сегодня, конечно, на Меганоме просто полно. Так же, как и в этом в Орджоникидзе. Тоже народу полно. Дорога плохая. О, а тут нету ветра. И это хорошо. Блин, тут дорога такая местами есть. Просто паршивая. Вот, выходной сегодня. И все, короче, едут с Симферополя. О, ветер. С Керчи. Потом откуда-то еще там, ну, местные, в общем, с разных сел там, в районе там Симферополя, в районе Керчи, там, есть же села разные. И вот они отовсюду едут. Кто в Орджоникидзе, кто в Феодосии. Но дело в том, что в Феодосии часть пляжей закрыта сейчас. Вот. А Варджо работает. В Коктебеле тоже часть, центральный весь пляж полностью закрыт. Только открыт пляж там, где Юнги и этот, и как его, Юнги и как его, блин, забыл. И там в конце, короче, Коктебеля. Джип-туры, нифига себе. А куда это они ездили? Или куда это они едут? Вечно молодой. Вечно молодой. Вечно ты с бородой своей. И вот сейчас кайф вообще, да, вот с 7 вечера и до 10 вечера, вот 3 часа. Самое кайфово. Ну, конечно, уже с 9 до 10 уже так темноватенько, скажем так. Темноватенько. Я мог бы стать с тобой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Кто-то пьяный. Ох, ветер, ты смотри. Капец. Местами, да. Не прям, чтобы он всегда дул. Он как-то в одном месте его нет, а в другом как встречный собака. Но мы не сдаемся. Мы едем.
Один там в комментариях ВКонтакте писал: «О, чувак, типа, как ты в такую жару ездишь, типа, ну ты монстр». А я ему пишу, говорю: так я выезжаю после 7 вечера, когда уже более-менее так не слишком жарко. Ну, сегодня, конечно, я не всем выехал, да. Сегодня я выехал в 5. Ну, это меня привезли на Меганом. Это я где-то выехал с Меганома в 6, да. В 6, да. Ну, так было, да. Жарковатенько. Фу. Капец ветер. Просто капец. Просто капец. Да, вижу. Да, кофе я сегодня не попил. Теперь буду знать, что на этой заправке только наличка. Что-то все во время брало. Сегодня, блин, провтыкал наличку. Поехал без налички. А сегодня провтыкал, блин. Ну ладно. Провтыкал так провтыкал. Подумаешь, один раз кофе не попили, зато напиток, а кофе там не стоит 190, маленький стаканчик, средний 200, по-моему, 40 или 250, а большой под 300 с копейками. А у меня только мелочи 120 насобирал. Мороженое даже стоит 90, 100. И я такой думаю, так, что взять, мороженое или напиток? Потом думаю, да ну ладно, возьмем напиток. Вот так вот. Сегодня мы по бюджету были ограничены, блин. Ух ты, ветер. Подлюка. Что ж ты дуешь, такой паршивец? Не, ну летом это кайф, да. Просто что скорость замедляет собака. Нам же протопить надо. А мы не можем притопить. Потому что нам мешает этот гребаный ветер. Винограда капец. Гектары просто, гектары. И тут тоже он винограда, или может это с правой стороны что-то другое, не знаю. Ну поля просто огромнейшие. Собирать и собирать. Так, время сколько? 20:06 уже. Время, да. Время поджимает. Но на турбо мы доедем. Этот чувак что делает? Поливает.
бывает. Поливал, наверное, или может опрыскивал. И вот этому за день надо все поле обойти. Ну, сегодня, завтра, там, понятно, что не за один день. Работенка такая, тоже непростая. Подрезать, вязать, что-то там обработать, что-то там еще сделать. И вот это с каждым кустиком. Ну так, вот так. Работы хватает. Топим жир. Пошел подъем. Один раз с Саней, с другом с Тюмени здесь ехали. Он тоже на электричке. А он такой говорит: блин, что-то так еду я медленно. А я ему говорю: потому что подъем идет, Саня. Он такой: что, честно? Я говорю: ну да. Ты же видишь, такой небольшой, что пошел он вверх. Он говорит: а, понятно. Поэтому я так еду медленно. Я говорю: да. Вроде как ты не ощущаешь его, но он так плавно идет вверх, идет. Идет вверх. Ой, как хорошо ветерок. О, чуть быстрее пошли. Жарим сало на подъеме. Надо до 9 постараться приехать в Коктебель. Там уже с Коктебеля легче, здесь просто проехать этот отрезок. Движение здесь такое, да, сейчас интенсивное. Фух. Все куда-то едут, всем куда-то надо. Кто с Судака едет в сторону Феодосии, кто с Феодосии Судак. Сейчас даже местные, не все, но некоторые, особенно те, у кого бизнес, ну не те, которые рабочий персонал в любой сфере, а те, кто именно держит бизнес. Вот они могут так под вечер сесть на машину и поехать на Меганом в Судак. Ну это я вот имею в виду наших. Сели и погнали. Прогулялись, вернулись. А те, кто в Судаке, они ездят к нам. Мы к ним, а они к нам. Ну это если рядом.
А если ездят в Алушку, в Ялту и ближе к ночи уже возвращаются назад. Это просто хаос. Фу. Да, солнце, он еще и сзади там что-то светит, но уже скоро, да, будет садиться. Я это ты это я. Сейчас спуск будет первый в Солнечную долину. Фу. Ты это я. Ну, погнали. На спуск. Капец ветер! Красота, ляпота! Солнечная долина вас приветствует в своих краях. А не красота ли это? Да. Да, ветер. Капец, тут ветер. Солнечная долина. Кругом одни горы.
Куда ни посмотри, везде горы. Особенно вот эта часть мне, гора вот эта, нравится. Привлекательная такая. Там есть какой-то с левой стороны дальше заезд в лес. Вот, возможно, она ведет, та дорога, куда-то туда наверх. Но это не факт. Пока не проедешь там, не узнаешь. Вот. Так что как-то так вот. Фух. Да, красота, ляпота, зеленая, все такое. Фух. Фух. Да, сейчас, конечно, вечерком прохладно, хорошо, не так жарко уже. Я это ты это я. Сейчас, потом будет нам чуть дальше легче. Там будет затяжной спуск в Щебетовку. А пока мы съедем так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот хоть, ну вот, получается, я езжу здесь примерно раз в неделю. Вот. И каждую неделю даже ездишь здесь. Эти места вообще, ну просто ты ездишь и каждый раз по-своему. То ветер, то не ветер, то там жарко, то прохладно, то как-то еще, то облака, то не облака. Ну, в общем, каждый раз погода разная. И вот вообще эти места ездишь и как будто, ну не первый раз, но все равно кайф. О. Да, ветер. О, лисица. Бля, бегит. Тю. А у меня еды нету, блин. А я ее не сразу заметил. Сидит такая, смотрит. А она, кстати, испугалась, да. Они вроде как и боятся, а вроде как и не боятся. О, какой ветер тут, капец. Просто жесть. Розовые розы, розовые розы. Стация Север. Подъем, подъем, подъем. Да, летом тоже лисицы выходят на дорогу. А чё, хотят есть в лесу, что там, ягоды всякие там, жучки всякие там, что там они еще едят. А хочется что-нибудь необычное, вкусненькое от человека. Так что как-то так, да.
Фу. Что-то мне сегодня на Меганоме хотел там взять, где я обычно беру напиток, а не получилось. Вот. Они были закрыты. Взял в другом месте. И то. А там, кстати, ну, там типа как кафе-бар. Ну не кафе, там у них напитки. По-моему, еды у них там нету. Напитки всякие, кофе, мофе и большой холодильник с разными напитками. Но там у них тоже по QR-коду нельзя, только можно переводом. Вот. А на заправке ни QR-кода нету, ни перевода нету, только за наличку или картой. Что ж, я ж не на машине, что еще буду с собой карту возить. Ну вообще, да, как бы надо возить, получается, карту. Но в таких простых магазинчиках, торговых точках у них у всех почти есть перевод по номеру телефона. Ну, частники типа, что-нибудь там, как бы простые, да. А вот на заправке получается и не QR-код, и не их перевод, только картой. Ну ладно, запомню, да. Я всегда там на заправке за наличку брал, а это что сегодня не взял наличку. Фух. Сейчас будет спуск скоро, затяжной. Ну уже так вечер, да, уже скоро темнеть будет, блин, наверное, не успею я до 9 приехать в Коктебель, уже 20-25. Сейчас пока спустимся. Сегодня задержимся мы тоже, плюс этот еще ветер паршивый. Это ж надо летом. И такой ветер, падла. Ну, бывает, да. Что? В том году тоже в какие-то дни там пару дней было. Но это лучше, потому что если без ветра, это вообще такая спека нереальная. Вот сейчас, кстати, сколько вот сейчас? Сейчас 30 градусов. Вот сейчас я еду, сейчас 30. Это ж жарище. Так это уже вечер. Ну, передавали вот на вот эти дни вот с завтрашнего дня и на 4-5 дней аномальная жара, плюс 35, там плюс 37. Будет пекло, просто жесть. Вот сейчас на спуске будет так кайфово. Просто кайфово. Сейчас будет на спуске. Никого там сзади. Да, блин. Сейчас наденем уже очки вечерние. Или нет еще? Да нет, сейчас, да. Оденем. Сейчас встанем здесь вот. Камеру здесь повесили недавно.